Спортом Амирхан Нерыжев занимается сколько себя помнит. Походы в тренажерный зал ему были необходимы для поддержания хорошей физической формы. О профессиональной спортивной карьере при этом он не думал. Когда пошли первые результаты, его заметили, назначили тренером по пауэрлифтингу. Позже Амирхан получил предложение выступить на окружных соревнованиях. Так и начался его путь к победному пьедесталу. Теперь он трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу. Конечно, приятно было бы быть первым. Вообще-то было приятно, когда изначально я начинал, то есть в этом спорте выигрывал, а потом уже съелось, уже как-то привык и особого такого не шею. К своим громким победам Амирхан относится спокойно. За свою карьеру он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным чемпионом Европы, а в 2017, 2019 и 2020 годах чемпионом мира в двух весовых категориях. Количество кубков спортсмена можно позавидовать. К слову, их могло бы быть больше. Травма жертвы так сдаться акчицы, что я он Как признается спортсмен, если бы не все перечисленные причины, то он уже был бы четырехкратным чемпионом мира. Всего на «Золотом тигре» в Сочи выступило более 300 человек в 20 весовых категориях в 3 дисциплинах – присед, жим, лежа и становая тяга. По 3 подхода на каждую. В таблице за места с нашим чемпионом боролись около 20 человек. Ярыжев, несмотря на травму руки, смог поднять лежа штангу весом более 180 килограмм. Приседание сделал на плечах весом 260 килограмм и приподнял штангу весом 270 килограмм. Не зря его друзья и сотоварищи по тренировкам прозвали Амирхана танком. Примерно двухкратный, трехкратный чемпион. Ему результат ходичи. Я считаю, что для нашей республики это большой плюс. Республика Халыч, дадезич нага. Амирхан – это как бы маяк для подрастающего поколения. Дети, когда видят такие достижения своих братьев, они стремятся к этому. Они, я думаю, уходят с улиц, не занимаются плохими вот этими вещами, алкоголь, табак и так далее. Именно хотят быть в зале и быть похожими на своих, так сказать, кумиров. Очень много сил в данный вид спорта. И вот эта череда побед, которая у нас прошла, она очень радует. У нас также одержала победу в выездной игре наша команда по регби, которая новая, создана только и победила в этой игре. Это первая победа, тоже очень радует. На первенстве он показал не самый лучший результат, так как личный рекорд намного выше. Он способен в жиме лежа осилить штангу весом 210 килограмм. И все это благодаря усердным тренировкам. Работая железом, есть большая вероятность повредить мышцы. Чтобы этого не случилось, ему приходится ходить в зал ежедневно. Так, за сутки при правильном питании мышцы восстанавливаются. Занимаюсь я 3 раза в неделю, работаю по процентам. Начиная с 50, 50, 60, 70, до 80% дохожу. Потом сбавляю. По-разному. Каждая тренировка по-разному проходит. Амирхан Нерыжев принес своему клубу Кушт еще один трофей – «Золотой тигр». И в благодарность за огромный вклад в развитие спорта и популяризацию пауэрлифтинга ему было вручено денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Амирхан не собирается останавливаться, планирует улучшать свой личный рекорд. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24.